Всем привет! Меня зовут Яна. А меня Рома. И мы продолжаем проект «Этно-девчонки в поисках счастья», в котором узнаем секреты счастливой жизни разных народов. Шалом, меня зовут Ариадна, и я приглашаю вас в мир еврейских традиций. Ариадна – творческая личность, бизнес-леди, молодая мама. В детстве занималась бальными танцами, черлидингом, рисованием, посещала разнообразные кружки и была избрана президентом школы. Уже в 20 лет стала директором детского центра развития интеллекта. Своими сильными чертами считает оптимизм, умение находить быстрые и легкие решения задач, талант делегирования и женскую мудрость. В своем блоге в Инстаграм делится секретами воспитания ребенка. Брухим Абаим! Добро пожаловать на нашу церемонию шаббата! כל אלוהים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה, ישבות ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה. ויברך אלוהים את יום השביעי ויקדש אותו, כי בו שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלוהים לעשות. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו ורצה בנו, שך באהבה וברצון הנחלתנו. ברוך אתה אדוני מקדש השבת. אמן. שבת שלום! שבת שלום! שבת שלום! היי! שבת שלום! היי! שבת שלום! שבת שלום! Илья, часто ли у вас вообще проходят такие обряды? Церемония шаббат – это встреча субботы, то есть проходит она каждую неделю. Причем интересно, что начинается она в пятницу вечером, потому что по еврейскому календарю день начинается с восхода первой звезды. Илья, правильно ли мы поняли, что евреи в субботу не работают? По традиции, евреи, которые соблюдают религиозные заповеди, да, они в субботу полностью не работают. Есть целый список из работ, которых нельзя делать в субботу. Например, разводить огонь, шить, рвать и много-много еще пунктов, из каждого из которых выходит еще множество запретов. Например, включать свет в субботу приравнивается к зажиганию огня. Этого тоже не надо делать. И люди, которым важно соблюсти от начала и до конца еврейские обряды, да, именно так и живут весь субботний день. Мама, Има, папа, Аба, бабушка, Савта, дедушка, Саба, сын, Бен, дочь, бат, семья, мишпаха. Ура! Марина, а как на иврите сказать счастье? Счастье на иврите мазаль. 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 Еще разок скажите. Мазаль. Да, а если вы поздравляете кого-то и желаете счастья, говорят на иврите мазаль тов. Мазаль тов. Молодцы. Ром, кипа – это такой головной убор, который носят юноши. Есть много разных символов, но самое такое красивое объяснение мне нравится, знаешь какое? Чтобы еврейский мужчина знал, что над ним есть Всевышний, и не задирал нос.
Ариадна, посмотри, какие картинки. Ариадна, а у вас так принято маму называть по имени? Нет, это он придумал называть меня так сам, но так как у нас в принципе принято называть всех людей на «ты» по имени, и у евреев такое свободное воспитание, поэтому он как хочет меня называть, так я и называет, я не против. Вообще основные принципы воспитания еврейского как раз очень много говорят о свободе. Ребенок должен свободно перемещаться, активно, постоянно везде лазить, прыгать, бегать. Ребенок должен быть грязным. Если ему интересно прыгать по луже, значит надо прыгать по луже. Эта песня называется «Тумбалалайка». В ней поется о любви, о том, как молодой парень ищет еврейскую девушку и хочет на ней жениться, не хочет не прогадать. Лена, а в чем заключается ваше счастье? Мое счастье заключается в том, что у нас вообще в еврейском народе очень крепкие еврейские семьи, и очень важно, чтобы девочка нашла себе еврейского парня, и парень тоже нашел еврейскую девочку, чтобы мы могли сохраниться, потому что у нас еврейство передается по материнской линии, и если девушка выходишь замуж за еврея, то это как раз вот для всех нас это самое настоящее еврейское счастье. Рома, мне всегда кажется, что если мужчина берется за готовку, то она получается у него великолепно. Поэтому пойдем, я тебя познакомлю с моим другом Сашей, который научился в Израиле делать настоящую шакшуку. Как ты уже видишь, у нас нарезаны здесь мелко нарезаны помидоры, мелко нарезан перец, один болгарский. Я обычно беру 2 помидора, этого вполне себе хватает. Маленькую головку лука полностью, сейчас мы его дорежем. Чеснок, специи, томатная паста, яйца, все это на огонь. И получается прекрасный израильский завтрак. Саша, а где ты научился готовить шакшуку? Я ее научился готовить в армии израильской. Так получилось, что у нас был доступ к кухне, и были выходные, нам нечем было заняться. А чем израильская армия отличается от российской? На самом деле очень многим. Это как небо и земля, как восток и запад. В израильской армии служат дольше, гораздо дольше. То есть я служил 2 года и 8 месяцев, чуть меньше. Вот. А в российской, естественно, год. В израильской армии ты можешь, не знаю, ты хочешь быть, например, водителем в армии, просто водить машину там, на джипах ездить, еще что-то, ты можешь попросить. И, скорее всего, ты таки получишь ту должность, которую ты хочешь. Причем это касается не только каких-то общих должностей, но в том числе иногда можно получить какую-то очень крутую должность, которая поможет тебе в дальнейшем и на гражданской службе. Например, у меня были друзья, которые прошли 2-месячный курс по программированию. Всю службу они были за компьютерами. А в итоге сейчас они работают в Intel, в Google, причем их расхватали с руками. Вообще, в Израиле принято есть это все с хлебом. Ешь, а потом выгребаешь остатки. Еврейская еда строится по принципу кашрута. Что такое кашрут? Это дозволенность и пригодность. То есть вот молочная пища готовится и вообще содержится в холодильнике отдельно от мясных продуктов. Если мы кушаем, допустим, молочную и мясную еду, то между ними должно быть выдержано время. Если мы после молочной пищи начинаем кушать мясную пищу, то мы можем ее кушать только через 30 минут, при этом прополоскав рот. Если же мы
едим сначала мясные продукты, мясо и мясные продукты, то молочную пищу мы можем есть не раньше, чем через 6 часов. Вот такие особенности еврейской кухни. Марк Эльевич, а в чем заключается ваше счастье? После войны моя мама, как правило, говорила очень часто, лишь бы не было войны. Сейчас эпидемия, многие болеют и даже умирают. Я бы сказал, лишь бы все были здоровы. Ну, а по-большому, счастье для человека – это когда вокруг него счастливые люди. Это и здоровые, это и войны нет. Может быть, в этом и есть смысл жизни – быть счастливым. А сейчас настало время Хавы Нагилы. Давайте присоединимся. Ариадна, а в чем для тебя заключается счастье? Для меня счастье – это такое состояние души, которое не зависит от внешних факторов, от денег, от людей рядом, от партнера, от того, вот, хорошее настроение, близкий твой или нет. Оно идет у тебя изнутри, и тогда уже все вокруг становится лучше, тянутся нужные люди, и жизнь становится с каждым днем лучше и лучше. Очень жаль, что этот день уже заканчивается. Согласен, но уже в следующей серии проекта мы отправимся в новое путешествие в мир народных традиций. Подписывайтесь на наш канал и группы в социальных сетях. И узнавайте больше об этно-девчонках. Шалом, меня зовут Ариадна, и я приглашаю вас в мир еврейских традиций. Пусть мы с тобой такие разные и говорим на разных языках, но все мы мечтаем, о счастье мечтаем и верим, все в наших руках. Красивые, добрые и смелые, мы знаем, нам подвластно в жизни все. Мы супер девчонки, этно девчонки, мы ищем счастье свое.